еврейской больницы, построенной с 1914 года, сразу в сторону, где собор, где суд, напротив тюрьмы. 14 год полностью построена из бригань, и завод находился в деревне Бузни Брестского уезда, владелец Эммануил Готвардович Ган. Собственно, этот завод находился там, где в постсоветское время находился наш вещевой рынок. Сейчас его нет. Сейчас там у нас только что дома, то есть полностью. Значит, прекрасный кирпич, клеймо Аша и корона. К сожалению, сегодня не удалось пока его расшифровать владельцу. Мы нашли, но это вопрос времени. А какого времени этот кирпич? Я думаю, что до 15 года. Поскольку в основном все кирпичи, которые выпускались в период межвоенной Польши, клеймились либо по-польски, либо латинскими буквами. То есть уже русских буквами типично. Если А бы еще можно было сомневаться, буква Ш выдает, что... Значит, интересно еще пустельник. Керамический кирпич найден был на территории колонии Варварса. Колония Варварса здесь представлена и моя коллекция, и Сергея. То есть у нас есть такие, которые нету друг друга, но все они были найдены на территории колонии Варварса. Значит, Игнатий Дурик. Завод в Брестском уезде близ деревни Бузни. Если в Бузняк у нас творил Эммануил Ган, то где-то там же рядышком и работал Игнатий Мартович Дурик. Он клеймил, только я брал инициалы И.Д. Вот это очень интересный кирпич. Это огнеупорный кирпич. Его клеймо, я думаю, мы никогда не расшифруем, потому что здесь потрясающий набор цифр, букв. И понять, как это вот можно расшифровать, как это перекрутить, сложно. Но это огнеупорный кирпич, он достаточно нестандартный, найден на территории, когда рыли котлован за театром Лялина. Еще только начинали реконструкцию. Копали большой котлован, и вот этот кирпич, он как в отвал ушел. Все, тут уже мы его и подобрали. Значит, кирпич с клеймом ВХ. Это сегодня здание, мы все туда пойдем, хотя, надеюсь, никогда не пойдем, новая глазная поликлиника на Свердлова. Вот, то есть, когда они флигели завалили по полной программе, сказали, что эти флигели не очень хорошие, вот они были куда лучше, чем то, что их сейчас там нет. Значит, очень интересный кирпич, БЛК 1889. Он был вот точно такого же цвета. В чем его прелесть? Обратите внимание, что случается с кирпичом, когда он плавится. Помните все, как говорили, проклятые фашисты огнеметами сжигают казематы? И... Так вот, достаточно обыкновенного пожара, и где лежат балки, то есть вот, во-первых, он выгнулся, полностью поменял свой цвет. Дело в том, что его соседи, которые рядом были, все были вот такого цвета. И они ничем не отличались. Единственное, вот он начал плавиться, вот эти пузырьки все хорошо видно, вот как уже стало такого цвета. То есть вот во что превращается оплавленный кирпич. Он становится, скорее всего, как пластилин, начинает капать и течь. В этом году родился дед Высоцкого, 89-й. Пожалуйста. Это прямо с пожара. Это здание находилось на территории 8-го форта. Это здание, где находился... Здание построено на 2 квартиры. В одной жил комендант форта, во второй еще кто-то. Это здание сейчас полностью находится в частных руках. Мы оказались там как раз после пожарища. То есть лежали кирпичи вот такие, а именно где горели вот эти балки, вот такие витиеватые. То есть они все повыгибались за счет высокой температуры. Так, вот он, Брест-Литовский казенный кирпичный завод, 1914 год. Это последнее клеймо завода в Гершонах до 15 года. Все. После этого им просто было не доклеймить, а с августа 1915 года и не дозаводить. Все было отставлено и ушли. Черепица из Германии, колонии Нарутовича. Скорее всего, как я и говорил, привезли, как обычно все вывозили из Германии и перекрыли. Эти, значит, найдены на улице Орджоникидзе. Маленький такой скромный домик стоял возле АБЭПа, который снесли. Вот, и черепицу там, собственно говоря, мне и привезли. То есть тоже удалось идентифицировать. Пожалуй, самая знаменитая аббревиатура ТЛ. Привольский Илан. Тоже как удалось определить с помощью рекламы. Вот
коллектив, компании, Белинские, Ланги, я не сомневаюсь. Даже думаю, что это руководство, поскольку оно ничего не несет, а очень красиво стоит и позирует. Идет где-то там. Вот изразцы в колонии Варбурга печи. То есть понятно, что уже печей нет, колонии Варбурга нет, а вот какие удалось сохранить изразцы. Может, это знатное отступление? Не, это демонстрация какая-то. Вот даже видно, нарядные, уж больно нарядные. Клеймо КГ, я думаю, мы очень долго, несколько лет никак не могли расшифровать, пока в одном из каталогов, как я и говорил, не появилось объявление, что вот он, собственно говоря, сам портрет этого человека. Это и есть Казимир Гранзов, владелец кирпичного завода местечко Кавенчин, Польша. Вот как он. То есть они есть разные, и такие. Вот это Сергей, вот это мое. Вся разница в том, что у меня точки после букв, у него, допустим, нету. Вот она, гордость. Гордость, фабрика, кафлю, жест над Богом, шпитальная, 15 тоже друзья нашли при разборе дома на улице советских пограничников. Самое что интересное, до того, как они мне принесли эту плитку, я уже где-то в интернете откопал эту фотографию. То есть фотография появилась раньше, чем плитка. Просто где-то в компьютере болталась, ну а когда уже появилась плитка и попалась на глаза, стало понятно, ух ты, вот это как оно бывает. Сейчас я вам покажу оригинальный кирпич с клеймом Лондон. Не могу пока сказать, почему оригинальный. В свете всяких законов, проектов, указов. Вот он, оригинальный кирпич Лондон. А вот это найден на улице Советская, при реконструкции очередного здания в очередное кафе. Ну, тут даже видно, что это такой, мягко говоря, фальсификат, он тут и кривой, и косой, и прочее. Париж. Лондон, Париж, как песня поет. Так, что здесь? Это Сергей я представлен. Я думаю, что это Германия, судя по клейму. Собственно говоря, мы с ним таким будем и обмениваться. Я ему предоставлю. И, видите, мы сегодня взяли акцент на кирпичах из Бреста. Допустим, у меня есть черепица с Волчина. И как мы все думаем, откуда же черепица с Волчина может быть такая интересная и красивая, да с таким клеймом четким и ясным. То есть, поскольку мы представили только Брест, то здесь нету, так скажем, Брестской области или кирпичи, которые привозились из Пруссии, Польши. Вот что это за клеймо Париж? Париж. Это брестская фирма кирпичная. В основном говорят, что огнеупоры Лондон, Париж, Безлис, Волынской губернии, где очень любили баловаться этими клеймами. Потому что, так, вот эти, да, все не найдены, вот это точно найден в городе. Имеют ли они какое-то отношение непосредственно к столицам Франции и Англии? Нет. Ну, так, потому что женщина... лейбы. Да, это то же самое, что купить Левис, но почему-то пошел не туда, и да потом тут какой-то китайский привет написан. Значит, завод, который находился непосредственно в Англии и который лепил клеймо Лондон, они выиграли суд. Они выиграли суд против одного из кирпичных заводов, дай бог памяти, на территории современной республики Украина. Они засекли, что там лепят кирпич с клеймом Лондон, подали в суд и даже выиграли его. То есть они никому не давали лицензию делать кирпич Лондон за пределами Великобритании. Расшифрована надпись СО. Пока нет, пока нет. Ну, думаю, это все вопрос времени. Вы знаете, когда вот это все валялось К, Г, Д, Л, Белькис, без расшифровки, тоже думали, когда. И когда это все удается расшифровать, то, естественно, радость переполняет. Я думаю, что расшифруем. Это, скорее всего, период межвоенной Польши, я думаю, что. Какое отношение имеет рельса или... Рельса — это вот то, что рассказывал Николай, вот как раз там. Это вот когда перекрытие делали, для чего использовались рельсы, как мы узнали, рельсы это были уже, которые отработаны, не совсем новые. То есть, да, то есть это уже была плохая рельса, но своды перекрыты.